Ситуация, которая вынуждает Рахмона уйти. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что сейчас происходит в мире и почему Рахмон уже все больше задумывается о том, чтобы передать власть. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. 15 февраля в казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались массовые протесты, начали забастовку работники нефтяной компании Озенмунайгаз. Они выдвинули властям политические и социальные требования. Протестующие собрались на автовокзале, откуда их обычно развозят по нефтепромыслам. Сотрудники организации потребовали от работодателя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Помимо этого, протестующие требуют от властей прекратить пытки и немедленно освободить задержанных участников январских митингов. Мы опечалены тем, что начавшийся в Жанаозене мирный митинг в ряде регионов Казахстана обернулся трагедией. Наши соболезнования семьям погибших, содержащиеся под стражей не террористы. Мы требуем остановить пытки и отпустить их. Мы требовали от властей проведения политических реформ. Однако нам подсунули все старое и закостенелое. Нужны новые перемены, заявил один из протестующих Аразбай Турсынбай, лидер забастовки нефтяников 2011 года. В Мангистаускай области с начала февраля продолжаются протесты с требованием трудоустройства, повышения заработной платы и улучшения условий труда. После частичного или полного выполнения требования работники некоторых компаний прекратили протест. В начале января в Жанаозене начались протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал «Шалкет» – «Старик, уходи», требование ухода Назарбаева из власти. А как вы относитесь к тому, что в Казахстане продолжаются протесты и, как мы видим, уже начинается вторая волна? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также политологи говорят, что в Таджикистане очень тщательно наблюдают за ситуацией в Казахстане, и также это делает и президент нашей страны. Ведь все знают, что такая политическая ситуация, которая так рядом с нами, может перекинуться и на Таджикистан, ведь в нашей стране тоже очень много недовольных людей. И, в принципе, уже многих Рахмон действительно достал. Поэтому вторая волна может подтолкнуть его к передаче власти, как это произошло в Туркменистане. На фоне протеста в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия, чего больше всего боятся в Таджикистане. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некоторые террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели. По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти. Во время и после январских событий задержанием подверглись тысячи людей. Сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о жесточайших пытках под стражей. На самом деле Рахмон боится, что в Таджикистане люди также выйдут на протесты и такие подобные, как были в Гбао, и начнется что-то похожее на Казахстан. Но все мы помним гражданскую войну в Таджикистане, и многие не хотят ее повторения. И действительно, мирная жизнь намного лучше. Именно эти мысли могут сподвигнуть Рахмона передать власть следующему кандидату. А как вы думаете, это возможно, или он будет до самого смертного одра сидеть в президентском кресле? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.